Первые дни Нового года в Абхазии поистине было жарко, и все из-за пожаров, которые охватили сразу несколько районов республики. Наиболее сложная ситуация была в Галском и Гагарском районах. В Галском районе пожар охватил территорию более чем 600 гектаров. Одновременно пожар бушевал в 9 селах. В некоторых из них из-за сильного порывистого ветра огонь перекинулся на близлежащие дома. На тушение огня были стянуты пожарные подразделения из соседних районов. Несмотря на оперативное реагирование всех служб и усилия местных жителей, полностью выгорели несколько жилых домов и деревянных построек. Если говорить о масштабах, за 15 неполных лет работы в этой службе такого уровня пожароопасной ситуации, то, что было в Гальском районе, мы не сталкивались. К великому сожалению, усилился ветер. Ситуация стала неконтролируемой, потому что пошел верховой огонь, а, как правило, это приостановить очень сложно. Работа МЧС ни на минуту не прекращалась. Как только пожарные локализовывали один очаг возгорания, тут же появлялся другой. В Гагарском районе вспыхнула лесополоса. Огонь спустился к республиканской автотрассе. Горел подлесок и сухостой. В некоторых местах огонь приблизился до 100 метров к жилым домам. Вместе с пожарными со стихией боролись и местные жители. Горит скала, под скалами стоят жилые дома, пансионаты, там, дома отдыха и так далее, и так далее. И везде были расставлены наши силы, были, соответственно, достаточно было сил и средств для того, чтобы, если огонь спустился бы вниз, чтобы можно было локализовать и чтобы оно не повредило никак населению. Ну, как правило, много паникеров, я их тоже понимаю. Касаемо российских наших коллег, было написано письмо, но я попросил приостановить, потому что не было бы в этом необходимости. По словам главы МЧС Льва Квициния, ситуация находилась под контролем, и все пожарные подразделения действовали по плану. Наша задача была заключалась в том, чтобы сохранить население, жилые дома, жилые сектора, там, пансионатов, домов. Угрозы так таково, сильного такого, чтобы поднимать авиации России, не было. Прошло разная информация, СМИ работала по-своему, каждый в этом, наверное, защищал какие-то свои интересы, там про топливо и так далее. Некоторые, к великому сожалению, керосин с солярой путают, и стратегического значения продукции, которая поступает в Абхазию. Мы застраховались во всех отношениях, чтобы огонь не распространился, чтобы население не пострадало. Как говорят экологи, лесные пожары способны причинять непоправимый вред экосистеме Абхазии, а также и здоровью людей. Огромный вред, невосполнимый, и это будет ощущаться еще достаточно долго. Почему? Потому что огнем поражено все живое в экосистеме. Что имеется в виду? В почве, как известно, живут почвенные микроорганизмы, которые перерабатывают почву в плодородный слой. Верхний слой почвы, где обитают вот эти микроорганизмы, они однозначно все погибли. И почва, соответственно, стала мертвой. Десятки лет там не будет ничего произрастать. Если говорить о более крупных животных, да, млекопитающих, также являющихся участниками этой экосистемы, они выгнаны со своих насиженных мест. Как правило, среди главных причин возникновения лесных пожаров выделяют длительные периоды засухи и неосторожное обращение с огнем. В случае пожаров в Абхазии специалисты предполагают, что главной причиной является человеческий фактор. По нашему предварительному осмыслению, то, что произошло, конечно, исключить человеческий фактор здесь нельзя. Хотя, может быть, и всякое другое, о котором просто не хочется говорить. Но прежде всего я хотел бы исключить человеческий фактор. И потому наше население, которое имеет возможность ходить на охоту, там, пасти скот там, и так далее, и при этом, или ходить на пикники, там, отдыхать и прочее. При этом я бы хотел, чтобы народ, граждане вели бы себя более, скажем, достойно. Выгорел сигарету, потуши, убедись, что потушился сигарета, и выбрось. Со своей стороны экологическая прокуратура тоже будет вести расследование, почему одновременно в различных местах могли возникнуть пожары.
что способствовало, что являлось предпосылкой этому. Чтобы предотвратить пожары и минимизировать возгорание на особо опасных участках, делают противопожарные преграды. Они представляют собой искусственные полосы на поверхности земли, создающие барьер от распространения огня по поверхности земли. Но, по словам специалистов, введение такой практики в Абхазии будет затруднительно. Все вот эти предполагаемые работы, которые необходимо провести в наших условиях, невозможно. Почему? Потому что орографическая у нас Абхазия составляет достаточно пересеченную местность, где технике невозможно работать. Где возникнет пожар, это невозможно вычислить. Просто в прошлом году в Кадорском ущелье было. Мы на самолете российской МЧС «Амфибия» мы летали на крутизне 40-50 градусов. 40-50 градусов был пожар. Но кто-то может предположить, что там мог возникнуть пожар. Так что ввести вот эти вот работы, конечно, они необходимы, но для этого должны быть созданы какие-то специализированные бригады. Много работы было проведено, никто не ждал на самом деле, да мы и не ждем, мы мониторим, смотрим, где какие сложности по всей территории Абхазии. Мы с этим сталкиваемся не только сейчас. Точные причины пожаров в Абхазии и масштабы ущерба пока не установлены. Но одно известно точно. Подобные возгорания наносят колоссальный вред флоре и фауне республики, а также отрицательно сказываются на экономике в целом. Но бесспорно одно. Сейчас еще есть время сделать все, чтобы избежать подобных ситуаций в дальнейшем. Аля Катрапш, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.